Декада Героев Отечества открылась форумом «Вместе к победе» в историческом парке «Россия. Моя история». Участники, а их было более 100, собрались, чтобы почтить память героев России, самоотверженно защищающих Родину в ходе специальной военной операции. Этот комплекс мероприятий включает большой форум «Вместе к победе», который, собственно, сам по себе это уже многочисленные мероприятия, включающие и театральные постановки, и уроки о важном, и мастер-классы, и музейные выставки. И мы, в частности, вот как музейный комплекс «Моя история», мы вот участвуем в сегодняшнем открытии. Также у нас, как, может быть, вы уже в курсе, есть ряд выставок, которые мы открывали еще к антифашистскому форуму. А все это, вы сами понимаете, очень связано, взаимосвязано. В открытии форума приняли участие молодежные организации, студотряды и представители общественности республики. Самой многочисленной командой и участницей форума стал поисковой отряд из Алданского района. Вырабатывается, укрепляется любовь к родине, наоборот, узнаешь что-то еще новое. Будет экскурсия, вот мы читали о новом вооружении, то есть, допустим, мне это интересно. Все равно же потом пойдем в армию, будем уже знать, там будет проще в дальнейшем. Последнее наше мероприятие, мы ездили в Тверскую область, скажем так, раскапывать тела погибших. Вот. Подняли 4 бойца. Развить чувство патриотизма у молодого поколения и напомнить россиянам о подвигах, которые совершили военные и мирные жители, порой ценой своей жизни. В Якутске в рамках Декады Героев Отечества для подрастающего поколения открылась секция патриотического воспитания молодежи, где состоялись ряд лекций и мастер-классов. Участники поставили миниатюры и исполнили музыкальные произведения на военную тематику. Сегодня нас пригласили на выступление такого большого грандиозного мероприятия памяти неизвестного солдата. Конечно, мы чтим эту память, и сегодня мы будем петь песню «Трасса Аляска-Сибирь», когда во время войны через эту трассу пролетали наши самолеты. Показываем сценарий «День неизвестного солдата». О бойцах, которые пропали без вести, и, в принципе, всем бойцам, которые участвовали в войнах. Если бы не эти войны, не прадеды, деды, то их бы здесь не было, и они бы не жили бы такой жизнью, которой они живут сейчас. Работа секции проводилась по 4 направлениям. Лекции на темы истории памятной даты, а также вывода советских войск с территории Афганистана. Движение «Якутия с тобой» провела мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей и блиндажных свечей. Участники военных действий разных лет отмечают, что такие мероприятия очень важны. Объяснить молодому поколению, показать в целом понятие патриотизм. Я считаю, что это важно именно для подрастающего поколения. Участие принимаю, по возможности, почему нет, это, во-первых, правильно, и, для нас это уже понятно, именно для подрастающего поколения я считаю, что это правильно. Заместитель военного комиссара Якутии Алексей Рыжавский вручил ордена мужества посмертно родным и близким героев. В свою очередь, исполняющий обязанности министра молодежи Игорь Юргин отметил вклад всех неравнодушных в воспитание патриотизма у подрастающего поколения. Мы открыли секцию Дню памяти погибшему солдату. Это очень важное мероприятие, и с него начинается, я считаю, все патриотическое воспитание, потому что это память о наших героях, которые отдали свою жизнь за благо нашей Родины. Уже на следующий день бойцы СВО и ветераны боевых действий приняли участие в республиканском физкультурном мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества. Комплексные соревнования проходили во 2-й раз и собрали спортсменов со всей Якутии. Они стали одним из важных мероприятий декады, посвященной Дню Героев Отечества. Парни, спасибо вам всем, что вернулись живыми. И на этих соревнованиях пусть победит сильнейший. Вперед! Удачи! На состязаниях были вручены медали за отвагу Игорю Марсунову, а также свидетельство о присвоении имени стрелка Героя России Дмитрия Егорова, изделию научно-производственного объединения «Алмаз». Копию свидетельства передали вдове и детям погибшего бойца. Именно такие мероприятия, которые сплачивают ребят и население, они очень важны. Думаю, что эти соревнования дадут то, что есть еще жизнь после ранения, о том, что можно доказывать, добиваться чего-то. И это даст толчок для ребят, чтобы они находили себя в мирной жизни и дальше работали во благо развития нашей страны.
Уже через пару минут в спортивных залах начались соревнования. Участник с позывным «Хака» принимает участие впервые. Он выступает в 2 дисциплинах – стрельба из лука и пулевая стрельба. Готовился Хака долго и усердно. Сами соревнования, по мнению ветерана, сближают бывших военнослужащих. Такие соревнования, я думаю, они важны для участников и ветеранов боевых действий, чтобы они приспосабливались и адаптировались к мирной жизни. Ну и приобщались к обществу. Возможно, чтобы это им нужно будет в будущем. Спортсмены соревновались в 5 дисциплинах. Это пулевая стрельба и стрельба из лука, армрестлинг, пауэрлифтинг, а также настольный теннис. Всего было заявлено 84 участника. Также мы проводили в прошлом году такие соревнования, как в тестовом режиме. А в этом году все эти по видам спорта проводим по-настоящему, как бы это отборочные будут. Готовимся в Дальневосточном федеральном округе. Захар Слепцов участвовал в подобных соревнованиях впервые. До этого молодой человек занимался настольным теннисом, но только на любительском уровне. На мероприятии он участвовал в 2 дисциплинах. На соревнования пришел настольный теннис и пулевая стрельба. Занял первые места. Пулевая стрельба с упор, сидя. И настольный теннис. Ну, там тоже по инвалидности. У меня 2-я группа инвалидности. Я вот в своей группе занял 1-е место. Организаторы и приглашенные гости отметили важность соревнований, а также их помощь в адаптации ветеранов боевых действий. Я считаю это нужным. И каждый год надо помогать ребятам, которые ранения получили, и их семьям тоже. Надо, такие мероприятия нужны, думаю, вот именно будущему поколению, молодым, именно показать надо. Лидерами соревнований по количеству завоеванных медалей стали Алексей Антипин, Вячеслав Заболоцкий, Гаврил Алексеев и Захар Слепцов. По итогам турнира среди бойцов СВО и ветеранов боевых действий будет сформирована сборная команда республики для участия в дальневосточных соревнованиях. Еще одним мероприятием в рамках декады стал патриотический час «Время героев». Тогда более 50 школьников Якутска встретились с Игорем Юргиным. В разговорах на равных ребята смогли задать вопросы герою России. Прозвучали такие вопросы, как «Кто для вас герой вашего времени?» и «Как вы отважились на свершение своего подвига?» Неформальная обстановка, живой диалог – главная особенность этой встречи. И надеемся, что нашим читателям она запомнится надолго. Нашим читателям очень интересно. Это доказывает то, что у нас большие охваты по данным мероприятиям именно. И патриотическое воспитание, конечно, для подрастающего поколения – это приоритетная работа нашего учреждения. 7 декабря кадетская школа собрала ветеранов боевых действий и юных патриотов на Республиканском патриотическом форуме «С чего начинается Родина», посвященного Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества. Участники патриотического форума обсудили эффективные подходы взаимодействия в области патриотического воспитания в современных условиях. Эксперты обменялись лучшими практиками и объединили усилия для укрепления позиций патриотического воспитания молодежи. Как раз то, что мы говорим о том, что должна быть преемственность поколений, и то, что мы должны передавать свою любовь к родине из поколения в поколение, рассказывать истории, рассказывать про подвиги не только на фронте, но и в тылу. Это как раз является уникальной особенностью этого мероприятия. В работе форума приняло участие 10 команд, в каждой из которых по 6 человек разного возраста. Вот этот форум, с чего начинается Родина, он у нас проходит за счет фонда президентских грантов и главы Республики Саха-Якутия. Очень много мероприятий запланировано к 80-летию Победы, поэтому мы на форсайт-сессии будем искать, сегодня же разработана концепция проведения 80-летия Победы. На форуме участники могли посоревноваться в историческом квесте и спортивных соревнованиях по военно-прикладному многоборью. Во всех направлениях приняли участие ветераны, студенты, школьники и рабочая молодежь. Мы в таких мероприятиях, эта же команда «Честь и доблесть» уже участвует 2-й раз.
Сегодня мы будем принимать участие в квесте, а также военно-прикладных соревнованиях. Мы подготовились, у нас, значит, команда в составе, значит, у нас 2 студента, они наши же дети ветеранов МВД, и они участвуют со своими родителями. Родители также наши ветераны. Форум выступил площадкой для коммуникации, одной из задач которой стало объединение участников разных возрастов для дальнейших решений в области патриотического воспитания. В рамках декады, посвященной Дню Героев Отечества, прошли уроки мужества. На одном из них приняли участие более 60 юноармейцев. Особенностью этого патриотического урока стало подключение к встрече советника главы ДНР Игоря Кимаковского. Сохранение исторической памяти и формирование духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения стало основной целью встречи. Детям это все понравилось. Очень хорошее такое мероприятие. Это всегда, конечно, дает детям многое. Патриотизм. Это же самое главное. То, что в нашей школе почти все классы наши вступают в ряды юной армии. Завершился форум «Время к победе в День Героев Отечества». За все время были проведены тематические выставки, мастер-классы, патриотические концерты, театральные постановки, открытые уроки разговора о важном, уроки мужества, а также встречи с героями России. Сохранение исторической памяти, воспитание чувств, патриотизма и любви к родине является приоритетным направлением в работе с подрастающим поколением.